Спасибо большое, что открыли нам секрет Полишинеля, что абхазский народ очень богатый. И, видимо, нужно обсудить не только вопрос неуважения к русским туристам, но и, в принципе, необходимости спонсировать вот это вот все, что там происходит за счет российского бюджета. Я вам, как проживающий за рубежом, хочу отметить, что абхазские граждане за рубежом ездят с российскими паспортами, то есть когда нужно, они россияне, когда им выгодно, они абхазцы. И в связи с этим момент наступил, чтобы обсудить необходимость вообще субсидий, в частности бесплатного электричества, потому что в Абхазии майнят крипту, и это все знают, и для этого нужно огромное количество электроэнергии, поскольку она халявная приходит из России, почему бы нет. Да, конечно, вы очень богатый народ, если майнить за счет бесплатного электричества криптовалюту, еще бы вы были бедными. Я вообще не знаю, зачем вам туризм. Действительно, если вы спокойненько получаете все ресурсы, которых у вас нет с Российской Федерации, плюс вы получаете пенсии, зарплаты, которые отбирают у российских пенсионеров, у российских матерей-одиночек, у российских многодетных семей. Это при том, что падает демография. И, в принципе, можно было бы помочь, я думаю, молодым родителям и многодетным матерям. Тогда бы, глядишь, может быть, без вас бы улучшилась демографическая ситуация в Российской Федерации. Я считаю, что нам нужно сделать петицию от Российской Федерации, чтобы заканчивать этот кардебалет и вообще вот эти стоны по поводу российских денег и такое отношение к россиянам надо прекращать. Вы знаете, если бы то же самое произошло с Соединенными Штатами, там бы уже стоял эсминец. Прям в Гаграх уже бы были американские солдаты и объясняли бы местным жителям, что такое неуважение к американцам. Может быть, конечно, абхазцы думают, что к ним приедут американцы и будут им давать денег. Я думаю, что нужно посмотреть, как помогла вот эта вот западная культура, ну, например, Грузии, от которой они только что вот отвязались, скажем так. Ну, или Армении с Азербайджаном, там тоже есть присутствие западных туристов. А Российская Федерация почему-то платит за то, что ее не уважают. Удивительно, согласитесь.